Последние годы меня больше интересовала тема истории. Так получилось, что по роду деятельности я занимался изучением истории больше стран зарубежной Азии. Но в последние годы, благодаря проекту «Форсайт» Республики Саха-Якутия до 2050 года, мне пришлось заняться изучением этногенеза истории народа Саха. И в ходе изучения этих материалов нашел очень интересные материалы, которые говорят о том, что официальная версия южного происхождения Саха не соответствует действительности. Причем это данные не филологов, не историков, а данные представителей естественных наук, идеологически нейтральных, объективных. Если в двух словах это рассказать, то получается такая версия происхождения народа Саха. 10-15 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, происходили глобальные изменения климата, и большая часть обитаемой Земли находилась под льдом. Например, там, где находится Москва, был Валдайский ледник, который достигал 4-5 тысяч метров. Соответственно, жизнь там была невозможна. И остался некий, что удивительно, оазис тепла. Это вот территория нашей современной Якутии или Восточная Сибирь. И именно в это время здесь жили такие удивительные животные, как лев, который известен как хахай, тебень – это верблюд, могой – это змей, хой – это баран. И по сути здесь был климат, схожий с климатом современной Средней Азии и Казахстана. А позднее, когда климат изменился, льды растаяли и там потеплело, а здесь наоборот похолодало, люди начали расселяться с территории современной Якутии по всей территории Америки и Евразии. И этот факт объясняет удивительный феномен того, что народ Саха генетически связан практически со всеми народами Евразии и Америки. Это доказанный факт, но, к сожалению, на это как-то не обращали внимания. Также к этому необходимо добавить, что, как свидетельствует генетические исследования якутских пород скота, они появились тоже примерно в это время, 10-15 тысяч лет назад, и никак не 700, не 800 лет назад, как нас учили в школе и университете. Также есть свидетельства археологов, в частности Окладникова, который находил на лене писаницы, которые датируются примерно этим временем, с изображениями лошади в загоне. Это тоже свидетельствует о том, что здесь жизнь зародилась очень давно. И Саха известны ведь как древнейшие скотоводы Северной Азии. И, соответственно, это доказывает наше автохтонное местное происхождение.